Республика Коми и Ассоциация мини-футбола России договорились о сотрудничестве в дальнейшем развитии спорта. Встреча главы Коми и президента ассоциации совпала с финалом «Спортмастер юниор-лиги» по мини-футболу среди игроков до 18 лет. 8 сильнейших юношеских команд России, в том числе и наша новая генерация, боролись в формате «Финал 8». Церемонию награждения возглавил Владимир Уйба. Кто взял кубок, знает Ольга Коняева. Финал 8 прошел на нашем поле, в том числе и в честь 15-летия новой генерации. И организаторы не подкачали, пусть наши и не боролись за золото. Финальный матч между нижегородским «Норманом» и Тюменью стал ярким завершением «Спортмастер юниор-лиги». Преимущество переходило из рук в руки, «Норману» везло больше. После первого тайма уверенно 3-0. Дополнительное время и серия послематчевых пенальти. Было все. Тюмени удалось отыграть 2 мяча за 40 секунд до свистка. Закалка сибирская, воля к победе фантастическая. Накал страстей на поле и трибунах. И все же крепче нервы оказались у нижегородских спортсменов. Выиграли со счетом 11-10. Для республики честь принимать такой представительный спортивный турнир, отметил на церемонии награждения Владимир Уйба. Для кого-то прошедшие 5 жарких дней стали звездными, кому-то повезло меньше. Но все уже в числе сильнейших команд России. И это уже победа, подчеркнул глава Коми. Спасибо вам за эту работу, за это красочные и впечатляющие победы. Я хочу пожелать, конечно же, успехов и только новых побед. За финальной игрой на сыктывкарских трибунах наблюдали главные тренеры страны по мини-футболу Сергей Скорович и Константин Маевский. Мастер-класс от них накануне стал подарком для участников новой генерации. Во главе именитой делегации президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев. Он болел за спортсменов, общался с футболистами, обсуждал с главой региона перспективы и план развития мини-футбола в Коми, любительского и профессионального. Я очень рад, что финал прошел здесь, в Сыктывкаре, при практически полных трибунах, несмотря на то, что в финале играли команды не Республики Коми. Новая генерация играла за 3-е место и завоевала бронзу, с чем я их поздравляю. Этот финал между Тюменью и нижегородской командой «Норман» оставили на трибунах болельщиков, и для меня было очень приятно видеть большую заинтересованность. Это и есть развитие мини-футбола. Республиканская спортивная школа по футболу действует с 2004-го. В 7 отделениях обучается 601 воспитанник. Лучшие спортсмены переходят в основные составы профессиональных команд «Новая генерация» и «Ухта», которые и участвуют в регулярных чемпионатах России. Мини-футбол в Коми активно поддерживают социальные партнеры. Ассоциация по мини-футболу России очень серьезно относится к республике и понимает, что здесь очень много супер игроков. И для ассоциации это тоже очень важно, когда республика вроде как небольшая по населению, но дают такие, у нас же 2 команды, и Ухта, и новая генерация. И это вообще редко для субъекта, чтобы 2 команды играли в суперлиге. Поэтому договорились, что мы будем максимально с обоих сторон, и со стороны правительства республики, и со стороны Минспорта России, масштабировать такие достаточно универсальные залы, где обязательно есть вот такой зал, многофункциональный зал и для игры в мини-футбол, и баскетбол, и волейбол. Владимир Уйба вручил благодарственное письмо тренеру новой генерации Ярославу Попову и подарки футболистам за победу, одержанную в феврале этого года в первенстве России по мини-футболу среди юношеских команд. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган.